Это самое первое, самый маленький Самый камень. маленький, да, совершенно верно. Очень эффектно смотрится с подсветкой. Прям вообще фантастически. Фантастически и эффектно будет смотреться мемориал по завершению строительных работ. Реализация проекта предполагается в 3 этапа. На первом – возведение монумента и благоустройство территории. На втором – должны построить музей. На третьем – появится гостиница, ресторан и сувенирные лавки. Непосредственно монумента и 2 здания обслуживания. Это первый этап строительства. Вот это второй этап строительства – татарско-чувашское подворье с музеем. Сейчас на объекте завершены строительно-монтажные работы по устройству монолитного каркаса постамента, а также по вертикальной планировке и перемещению грунта, прокладке газовых сетей. Сам памятник должен быть готов к 28 октября. Все остальные работы должны завершиться к началу декабря. Мы хотим завершить с памятником. У нас, по большому счету, все остальные материалы для второй очереди первого этапа тоже готовы. После того, как мы завершим с памятником и с засыпкой холма к этому памятнику, мы будем выходить на горизонт. У нас весь камень на месте, мы будем укладывать камень. Будут уложены 21 стелла под каждый район Чувашской республики. Также начались работы по устройству оснований под электромонтажные сети, изготовление и последующий монтаж всех металлоконструкций монумента, работы по декоративному ограждению и блокам обслуживания. На мой взгляд, это будет очень знаковый объект не только на территории Чувашской республики, но и на территории всей Российской Федерации, потому что это первый такой мемориал такого масштаба, который посвящен трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Срок сдачи монумента 28 октября выбран не случайно. В этот день, в 1941 году, на территории Чувашской АССР началось строительство оборонительных рубежей. Этот мемориальный комплекс вместе с музеем должен стать точкой притяжения не только для жителей Чувашии, но и для гостей республики, для того, чтобы каждый, кому это интересно, для кого это важно, мог зайти и ознакомиться, и погрузиться вот в ту атмосферу, в какой же работали строители Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ольга Алексеева, Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика из Козловского района.